إنما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Итоги битвы с союзными племенами. Наказание за предательство иудеев племени Бану Курайза. Аллах отвратил козни измышляющих хитрости и прогнал союзные племена. Он помог рабу и посланнику своему и верующим, направив им одного из своих воинов, сильный ветер. Аллах разбил и прогнал союзные племена униженными и утомленными. Аллах сказал: Аллах вернул неверующих в ярости или по причине их ярости, и они не обрели добра. Аллах избавил верующих от сражения. Эти дни были тяжелыми, трудными для верующих. От страха их сердца стучали как будто в горле. Трудно даже представить, как чувствовали себя верующие из-за голода, жажды и сурового холода. Они рыли ров, охраняли Медину и прогнали прочь союзные племена, а затем иудеи нарушили договор. И также смятение в рядах мусульман из-за деяний лицемеров. Это были трудные дни, но они закончились. Все закончилось. Все они вернулись по своим домам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся в свой дом к своей жене Саляма. В тот момент, когда он захотел положить свое оружие, к нему явился господин всех ангелов Джибриль, мир ему. Он сказал: «О посланник Аллаха, что ты делаешь?» «Складываю свое оружие», — ответил пророк, «ведь война уже закончилась». Тогда Джибриль, мир ему, сказал: «Однако мы, то есть ангелы, еще не сложили оружие. У ангелов война еще не закончилась». Джибриль продолжил: «Пойди же к людям племени Бану Курайза, и я пойду к ним перед тобой и сотрясу их укрепления и внушу сердцам их страх». Бану Курайза — это то племя иудеев, которое нарушило договор, самое сложное для посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников время. И действительно, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из дома и стал созывать людей. Пророк велел одному из сподвижников сказать людям: «О люди, пусть ни один из вас не совершает предвечернюю молитву, не иначе как у Бану Курайза». Несмотря на то, что мусульмане устали от предыдущего сражения, сейчас они выступают в новый поход. И ни один из них не остался дома отдыхать. Все они подчинились зову посланника Аллаха. «Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие», — говорили они. Каждый из мусульман взял свое оружие и направился в сторону поселения Бану Курайза. Ангелы проследовали туда еще до них, и пророк направился к племени Бану Курайза. Затем в сторону Бану Курайза последовали группами верующие, неся свое оружие. В Медине остались только те, у кого были веские причины не идти в поход. Среди таких людей был Саад ибн Муаз, который был ранен. Его поразила стрела. Кровь сочилась из его ран, и он очень нуждался в лечении. В дороге люди увидели, что солнце вскоре закатится, и настало время предвечерней молитвы. Но ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наказал им: «Пусть ни один из вас не совершит предвечернюю молитву, не иначе как у Бану Курайза». Так что же предприняли сподвижники? Они разошлись во мнениях, необходимо ли действительно совершить молитву только в поселении Бану Курайза, или помолиться вовремя, а затем отправиться в путь. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, повелел им совершить предвечернюю молитву только там, на территории племени Бану Курайза. Тогда некоторые из сподвижников сказали: «Мы будем придерживаться слов
зов посланника Аллаха и совершим молитву только у Бану Курайза, даже если солнце закатится. И действительно, некоторая часть верующих совершила предвечернюю молитву только тогда, когда пришло время ночной молитвы. Другая же часть мусульман решила: воистину, пророк лишь желал, чтобы мы поспешили, поэтому мы совершим предвечернюю молитву, а затем двинемся в сторону Бану Курайза. Сподвижники имели два разных мнения по поводу молитвы, которая является наиболее важнейшим вопросом в исламе. Однако, когда они прибыли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то каждая группа убедилась в своей правоте. Пророк не сделал замечания ни одной из сторон. В трудное время войн и сражений он пожелал дать общине воспитательный пример. Даже если мы имеем разногласия во мнениях, даже если это касается вопроса молитвы, сердца должны быть едины, так как это одна община. Различаются мнения, различаются применимые решения, однако сердца не должны быть в разногласии. Таким образом, люди направились к Бану Курайза. Войска ислама поспешили к крепости племени Бану Курайза, отряды, колонны и отдельные воины. Все они были вооружены. Мусульмане окружили укрепление племени Бану Курайза. Со страхом мужчины и женщины, закрывшиеся в своей крепости, смотрели на мусульман. Это Аллах вселил страх в их сердца. 3000 воинов только-только оставили одно сражение, а сейчас они уже осадили крепость племени иудеев Бану Курайза, которые вероломно поступили по отношению к исламу и мусульманам. Среди них было 30 всадников. Когда собрались все мусульманские воины, иудеи из Бану Курайза испугались. Что же им делать? Кааб ибн Асад, один из знатных иудеев, обратился к ним: «О люди! У вас есть только 3 выбора. Первый — принять религию Мухаммада и спастись после этого. Второй — убить своими руками своих жен и детей, потом пойти и сражаться против Мухаммада. И тогда или вы победите, или вы будете побеждены». «А какой же третий?» — спросили его. Кааб ибн Асад ответил: «А третье — сражаться против него в субботу, ибо в этот день он не ожидает от вас сражения. Ведь Аллах запретил иудеям сражаться в субботу». Мы не примем ни одного из этих 3 предложений. Люди из племени Бану Курайза испугались. Они направили к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, посыльного, с просьбой прислать к ним одного из их союзников. А их союзниками были ауситы. Иудеи пожелали увидеть Абу Любабу, чтобы принять соглашение и узнать желание пророка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Где Абу Любаба?» Ему ответили: «Вот он, о посланник Аллаха». «Иди же к нам», — повелел ему пророк и объяснил ему свое решение относительно иудеев. Когда Абу Любаба приблизился к укреплению, ему навстречу вывели плачущих женщин, детей и младенцев. Было видно, что они испытывают страх и печаль. Представьте себе, приходит мужчина и видит плачущих женщин и детей, и он знает, каково решение Аллаха и его посланника относительно этих людей. Когда Абу Любаба подошел к ним, его спросили: «Каково твое мнение, о Абу Любаба?» «Я считаю, что вы должны повиноваться решению посланника Аллаха», — ответил он им. «Какой же приговор вынес посланник Аллаха?» — спросили они Абу Любабу. Он не ответил им, но сделал им знак рукой, вот так, показывая, что их ожидает смерть. Он словно раскрыл тайну. Когда Абу Любаба понял, что сказал то, что не должен был говорить, то испугался и решил не возвращаться к посланнику Аллаха. Он очень опечалился и сожалел о содеянном. Он сразу же направился в мечеть посланника Аллаха в Медине и привязал себя к одному из столбов в ней, сказав: «Клянусь Аллахом, я не развяжу узел, завязанный мной, до тех пор, пока посланник Аллаха не позволит мне сделать это, пока не простит его посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его род». Пророку передали то, что сделал Абу Любаба, и он ответил: «Если бы он явился ко мне, я бы обязательно попросил для него прощения у Аллаха. Однако, что сделано, то сделано. И тогда пусть он ждет приговора Аллаха ему». Хорошо, но что же сейчас делать? Иудеи отправили к посланнику Аллаха письмо с вопросом, каков приговор он вынес им. Посланник ответил им, что его приговор — смерть всех мужчин, плен женщин и детей. Тогда иудеи сказали: «Мы желаем, чтобы нашим судьей был мужчина из наших союзников». Тогда к посланнику Аллаха пришли представители племени ауситов и сказали: «Воистину,
ты поступил с племенем Бану Кайнука так-то и так-то, а они являются союзниками хазраджитов, а Бану Курайза были нашими союзниками. Будете ли вы довольны тем, что им вынесет приговор один из вас? Спросил их посланник. Да, ответили ауситы. Тогда пророк сказал, пусть вынесет приговор Саад ибн Муаз. Ауситы остались довольны этим решением. Этим решением были довольны и иудеи. «Он один из наших союзников, и он обязательно помилует нас», — сказали они о Сааде. За Саадом ибн Муазом отправили людей, так как его не было среди мусульман, осадивших крепость. Он остался в Медине. Он был тяжело ранен стрелой, и его рана все еще кровоточила. Саада ибн Муаза посадили на осла и привезли к месту. Ауситы же, находясь справа и слева от него, говорили ему: «Саад, окажи благодеяние нашим покровителям, то есть племени Бану Курайза, и прояви доброту по отношению к ним». Саад тоже был из ауситов. Он посмотрел на них и сказал: «Для Саада настало время доказать, что когда речь идет об Аллахе, он не боится порицания порицающего». Когда ауситы услышали это, то направились по своим домам, оповещая иудеев Бану Курайза о том, что ждет Раненый Саад ибн Муаз прибыл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. Когда он прибыл, пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал своим сподвижникам: «Подойдите к вашему вождю и снимите его со осла». Когда его опустили на землю, люди сказали ему: «Воистину, иудеи согласились на твое решение, о Саад». «Будет ли ими исполнен мой приговор?» — спросил он их. «Да», — ответили ему. «А мусульмане также будут довольны моим решением?» — вновь вопрошал он. «Да», — ответили ему. Затем Саад ибн Муаз посмотрел на пророка. Из уважения и благовоспитанности, повернув голову в сторону, он спросил: «И тот, кто находится там, тоже?» Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, ответил: «Да». То есть я тоже подчиняюсь этому решению. Тогда Саад провозгласил: «В таком случае я приговариваю к смерти их мужчин, женщин и детей следует взять в плен, а имущество разделить». Пророк же воскликнул: «Аллах велик, ты рассудил их согласно решению, ниспосланному Аллахом с высоты 7 небес». Таков был приговор Аллаха в отношении людей из племени Бану Курайза, которые предали пророка, да благословит его Аллаха приветствует, и сподвижников. Нарушили договор в одной из наисложнейшей для мусульман ситуации и долгое время строили козни. Приговор в отношении их был приведен в исполнение, и только небольшая группа из них приняла ислам, и Аллах и его посланник простили их. Когда мусульмане начали делить имущество иудеев, то обнаружили в их тайниках большое количество оружия, припрятанного для того, чтобы, желая вероломно поступить в отношении посланника и его сподвижников. Имущество племени Бану Курайза было разделено, мужчины убиты, а женщины и дети взяты в плен. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, расправился с самой большой опасностью для Медины, племенем Бану Курайза. После того, как Аллах указал Сааду ибн Муазу на приговор свой в отношении Бану Курайза, он ответил и на мольбу Саада. В это время Саад ибн Муаз находился в мечети, рана его вновь стала кровоточить, и душа его отошла к Создателю ее. Саад ибн Муаз умер. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал о нем: «Трон милостивого заколебался от смерти Саада ибн Муаза». Неся на носилках тело Саада для погребения, люди говорили: «Его носилки легки». Пророк ответил им: «Воистину, его вместе с вами несут ангелы». На его погребение наряду с верующими пришли сами ангелы. Так был похоронен один из героев этой общины, Саад ибн Муаз, да будет доволен им Аллах. Абу Любаба же оставался привязанным к столбу в мечети на протяжении 6 дней и ночей. В течение 6 дней жена отвязывала его только для отправления нужд и совершения молитв, а затем привязывала снова. Так он мучил себя, потому что ошибся и нарушил права Аллаха и посланника его, да благословит его Аллаха приветствует. 6 дней и ночей Абу Любаба не желал развязывать путы. И вот прошло 6 дней. Пророк находился в доме своей жены Салямы. В ту ночь Саляма увидела, что пророк улыбается.
и спросила его: «Что заставило тебя улыбаться, о посланник Аллаха?» Воистину, Аллах ниспослал откровение о прощении Абу Любабы. Воистину, Аллах ниспослал откровение о прощении Абу Любабы, сказал он. وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Саляма обрадовала Абу Любабу, и пришедшие люди начали развязывать узлы на нем. Но он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, это сделает только посланник Аллаха». И после совершения утренней молитвы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, развязал путы на Абу Любабе. Аллах принял его покаяние. Такой приговор вынес великий и всемогущий Аллах наивеличайшему врагу, находящемуся рядом с мусульманами, племени Бану Курайза. Так приговорил их великий и всемогущий Аллах, и Он избавил их от сражения. Саляма ибн Аби аль-Хукайк. Его также называли Абу Рафи. Он был одним из преступников, которые подстрекали союзников к битве Урва. Хазраджиты попросили разрешения расправиться с ним. И с позволения посланника Аллаха 5 всадников из племени Хазрадж направились в Хайбар, чтобы убить этого скверного человека, преступника. Эту группу возглавлял сподвижник по имени Абдуллах ибн Атик. И вот они достигли укрепления, где скрывался Абу Рафия Саляма ибн Аби аль-Хакик. В этот момент Абдуллах ибн Атик сказал своим друзьям: «Оставайтесь здесь». Когда же наступила ночь, и двери крепости хотели закрыть, ему удалось проникнуть в крепость. Абдуллах вошел в крепость. Позже он рассказывал: «Я дошел до дома Абу Рафия, до дома того скверного иудея. В его доме ночью люди сидели и разговаривали. Я подождал, пока они разошлись», — продолжал он, а затем вошел в его дом, открывал дверь за дверью. Из-за боязни они строили многочисленные стены и укрепления. В темноте ночи я входил в дверь за дверью. Было темно, и я не знал, где находился Абу Рафи. Когда же я дошел до его комнаты, то закричал: «О, Абу Рафи!» «Кто это?» — спросил он меня. И тогда я ударил его мечом, но не попал в него. Он начал кричать, а я покинул дом. Он все продолжал кричать. Я немного подождал, а после вошел еще раз и сказал: «Что с тобой? Почему ты кричишь, о Абу Рафи?» Словно я желаю помочь ему. Он ответил: «Один мужчина из дома ударил меня мечом». Тогда я понял, где он находится, несмотря на темноту в доме. Я сильно ударил его, а после этого я ударил его мечом. Я убедился, что он мертв. «Я покинул дом», — продолжал Абдуллах, пока меня не настигли люди. Спускаясь по лестнице, я упал и сломал голень. Тогда я спрятался в одном из углов крепости и дождался утра, чтобы убедиться в смерти Абу Рафи. Когда же закукарекал петух и наступил рассвет, я услышал, что глашатай кричит: «Я оповещаю вас о смерти Абу Рафия, торговца Хиджаза». Он провозглашал о его смерти. И только когда Абдуллах ибн Атик убедился в кончине Абу Рафи, он покинул крепость. Хромая, он направился к своим друзьям. Голень его была ушиблена. Друзья понесли его на руках к посланнику Аллаха. Они обрадовали его этой новостью. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовался смерти врага Аллаха. Он призвал Аллаха за Абдуллаха ибн Атика, провел рукой по его голени, и та была излечена, словно ничего и не было. Аллах ослабил силу иудеев смертью этого преступника.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, направил отряды, дабы наказать и другие племена, мешавшие мусульманам или караванам мусульман. Предводителем в один из таких отрядов он отправил героя Мухаммада ибн Масляма. Ибн Масляма направился в одно из поселений, сражался с людьми этого поселения и победил. А после вернулся с трофеями к посланнику Аллаха. В этом походе он пленил Сумаму ибн Усаль, вождя племени Бану Ханифа. Ибн Масляма привел его к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк приказал привязать его к одному из столбов в мечети. Он пожелал, чтобы этот предводитель целого племени увидел, как мусульмане общаются с посланником Аллаха, как молятся, как читают Коран, чтобы увидел их нрав, чтобы Сумама увидел то, чего никогда не видел. Каждый день пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подходил к привязанному к мечети мужчине и спрашивал: «Как ты, о Сумама? Что у тебя, о Сумама?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предлагал принять ему ислам. На что Сумама ему отвечал: «У меня благо, о Мухаммад, так как если ты убьешь меня, то за меня есть кому отомстить. Мое племя отомстит за меня». Он до сих пор гордится грехом. Он до сих пор думает, что его племя может противостоять исламу и мусульманам. Пророк оставил его, а Сумама говорил: «Если ты убьешь меня, то убьешь того, за кого отомстят. А если окажешь благодеяние, то окажешь его человеку благородному. То есть, если ты отпустишь меня, не причиняя вреда, то я буду благодарен тебе. А если ты желаешь имущества, продолжал он, то получишь его». Ведь Сумама был вождем своего племени. За него могли отдать имущество, которое пожелал бы пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Бедный. Он думал, что посланник Аллаха желает его имущества. Клянусь Аллахом, пророк не желал взять имущество ни у одного человека. «О люди, я не прошу у вас вознаграждения», — говорил он. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оставил Сумаму привязанным к столбу в мечети. Сумама наблюдал, как люди совершают молитву, поясной и земной поклоны. Пророк намеренно приказал привязать его к столбу в мечети, чтобы тот видел мусульман, их поклонение, нрав, отношения между собой, их поведение и этикет. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел к нему на следующий день. Он спросил Сумаму: «Что скажешь, о Сумама?» Тот ответил ему так же, как и прежде: «Если ты убьешь меня, будет кому за меня отомстить. Если окажешь мне благодеяние, то окажешь его человеку благородному. Если же ты хочешь денег, то требуй, что пожелаешь». Пророк оставил его и на третий день в мечети. На третий день он задал ему тот же вопрос, а Сумама ответил ему теми же словами. А ведь он уже видел ислам и мусульман на практике. Как же это не подействует на него? Пророк наказал своим сподвижникам: «Отпустите Сумаму». Он приказал отпустить его. Сподвижники развязали и отпустили его, как приказал им сделать посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Да, пророк приказал отпустить его и не стал требовать выкуп за это, так как этот человек был вождем своего племени. И этим своим действием пророк желал достичь кое-чего, так как пророку не спосылались откровения от Господа его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отпустил его. Сумма покинул Медину, но он хотел покинуть ее только ради одного. Он направился в рощу за Мединой и сделал полное омовение. Затем он вернулся в Медину и провозгласил: «Я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». Когда его спросили: «Что же помешало тебе сказать эти слова, когда ты находился в мечети посланника Аллаха?», он ответил: «Я не сделал этого там, чтобы люди не подумали, что я принял ислам из желания избавиться от связывающих меня пут». Так он принял ислам и прекрасно исповедовал его. А когда он приехал в Мекку, курейшиты спросили его: «О Сумама, ты отступил от своей веры?» «Нет, я подчинился Аллаху, Господу миров, и принял ислам и уверовал в его посланника», — ответил он им. А после этого добавил: «Клянусь Аллахом, не поступит к вам из Ямаммы ни одного зернышка пшеницы без разрешения посланника Аллаха». Курейшиты долгое время пребывали в этой блокаде, пока неверующие курейшиты не направились к посланнику Аллаха и не попросили поговорить его с Сумамой, чтобы тот вновь начал продавать им пшеницу. И пророк сделал это. Он написал Сумаме и наказал ему помиловать курейшитов и давать им пшеницы столько, сколько они желают. Сумама принял ислам
увидел нрав мусульман и ислам на практике. Таким образом, пророк посылал отряд, чтобы нейтрализовать каждого, желающего причинить зло исламу и мусульманам. У пророка, да благословит его Аллах и приветствует, были дойные верблюдицы, которые паслись на местности, где было много растительности. Эту местность называли Габа. Это увидел один из многобожников по имени Уэйна ибн Хисн. Он собрал несколько своих всадников, чтобы поймать этих верблюдец. Верблюдец пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он незаметно подкрался к стаду, подошел к пастуху, убил его и пленил его жену, а после захватил всех верблюдов. Мусульмане же были в Медине и не знали об этом. Свидетелем этого события был один маленький мальчик. Он поспешил в Медину, чтобы сообщить об этом пророку. По дороге он увидел сподвижника по имени Салема ибн Аль-Аква, который был известен своим умением быстро бегать. Услышав о происшествии, он поспешил в Медину, забрался на одно из ее зданий и начал кричать: «Я Сабахах! Я Сабахах!» Так призывали в случае беды. Собрались люди, и он сообщил им то, что случилось. Сообщил о том, что Уэйна захватил верблюдец, убил пастуха и пленил его жену. Тогда пророк призвал людей к битве на пути Аллаха, чтобы те готовились к сражению и подготовили свое оружие. Как смеют некоторые многобожники захватывать имущество мусульман, и убивать мусульман, и захватывать в плен их жен? Люди пошли за своим оружием. Салема же никого не ждал, так как очень быстро бегал. Он взял свои лук и стрелы и побежал, хотя и не был на коне, по следам тех людей, которые захватили верблюдов, убили пастуха и пленили его жену. Из остальных мусульман первым подготовился к сражению Мигдад ибн Амр. Когда пророк увидел его, то вручил ему знамя, сказав: «Возьми подготовившихся людей и поспеши догнать тех людей, а мы последуем за вами». Пророк вместе с остальными людьми, сподвижники и Салема бегут вслед за ворами и убийцами. Пеший Салема догнал людей, которые вели за собой верблюдец. Догнав их, он занял позицию и начал пускать в них стрелы, говоря: «Возьми ее! Я Ибн Аль-Акуа! Сегодня день сильных людей». То есть это день, когда станет ясным, кто из нас сильнее. «Возьми ее! Я Ибн Аль-Акуа! Сегодня день сильных людей». Воры повернулись и увидели, что стрелы в них пускает только один человек. Они развернули своих коней, чтобы поймать его и убить. Однако многобожники не смогли настигнуть Салему, так как он очень быстро бегал. Поняв, что они отдаляются от своих людей, воры оставили его и стали возвращаться. И каждый раз, когда они гнались за Салема, он убегал от них, а когда они шли вперед, он настигал их. Он пускал в многобожников стрелы и ранил некоторых из них. Таким образом, он задержал их продвижение, а иногда в межгорных местностях он бежал впереди них. Салема взбирался на горы, брал камни и кидал ими в многобожников, хотя и был он один. Это был всего лишь один мужчина по имени Салема ибн Аль-Акуа. Посмотрите, как он сражался с всадниками многобожников. Так продолжалось до тех пор, пока его не догнали другие мусульмане. Его догнали и последовали за ним. Мигдад ибн Амр вместе с другими всадниками настигли украденных верблюдец в местности, которая называлась Зукарат. Поэтому этот поход называется или походом Габа, по названию местности, где паслись верблюдицы, или походом Зукарат, где были настигнуты многобожники. Мусульмане победили многобожников. Некоторые из них разбежались, некоторые были убиты. Все верблюдицы пророка были возвращены. Когда до сподвижников, героев, вернувших имущество мусульман, доехал пророк, то он восславил Аллаха. Аллах велик. Это была победа в небольшом походе, к которому, в общем-то, никто и не был готов. Однако мусульмане были именно такими, какими их описал Аллах в Коране. Среди верующих есть мужи, которые верны завету,
который они заключили с Аллахом. Что же касается Салямы, каждому из подвижников пророк дал по одной доле из добычи. Добычей были стрелы и другое оружие многобожников. Одну часть он дал всаднику, и пешему он дал одну долю. Но только Саляме ибн Аль-Аква он дал 2 доли, долю всадника и долю пешего, так как он совершил оба эти действия, несмотря на то, что был один. Пророк даже сказал: лучшим всадником в тот день был Абу Катада, а лучшим пешим в тот день был Саляма ибн Аль-Аква. Это было небольшое сражение, но оно показало всем арабам силу и мощь пророка и его сподвижников. Показало, что мусульмане не позволят никому нападать на них, что у них есть люди, не страшащиеся смерти, когда провозглашается джихад. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.